Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами начинаем работать, как обычно, в прямом эфире. К сожалению, тут у нас со связью какие-то определенные проблемы, поэтому в YouTube и в Одноклассниках пока еще не настроилось. Но я думаю, что в других сетях вы меня видите. По крайней мере, точно вижу, что в Инстаграме у нас все, как обычно, всегда живет. Так, YouTube, вот, к сожалению, завис и все равно что-то не может он включиться. И Одноклассники. Но надеюсь, что скоро все получится. Вот. Друзья, у нас уже практически первый квартал закончился, заканчивается, появляется наконец-то уже тепло на улице. Мы понимаем, что не за горами уже и паводок, и наступление наконец-то лета. Так, вот заработал прямой эфир. Так, но, конечно же, при всем при этом хочу сказать, что сейчас на сегодняшний день такого хорошего, обнадеживающего. У нас ситуация с ковидом улучшается. У нас сейчас в день где-то по республике 25-27 заболевших, не более. Это на самом деле неплохие показатели. Массово сейчас идет вакцинация. Вакцины в республике сейчас достаточно большое количество. Вот. Началась вакцинация, в первую очередь, пожилого населения. Ну и потом, конечно же, и все остальные, кто сейчас уже изъявил желание получить вакцину, они ее обязательно получат. Вот. Но при этом хочу сказать, что, конечно же, вакцину в первую очередь мы должны давать лицам нашего пожилого возраста, потому что она показала свою эффективность. Вы знаете, что я сам тоже получил эту вакцину, но и даже вот мои родители тоже вакцину эту получили, чувствуют себя, слава богу, нормально. У папы уже и антитела образовались, но мама вот вторую получила как раз сегодня, и надеюсь, у нее тоже все будет нормально. Вот. Еще раз говорю, что вот как раз соблюдение всех ограничительных мер позволило нам достаточно сейчас вот спокойно выглядеть. Если смотреть по количеству заболевших на 100 человек населения, то Республика Саха-Якутия сегодня занимает 70-е место в стране. Это очень хороший показатель. Считаю, что вот это как раз тот уровень, на котором нам надо держаться. Вот пишут, что вакцины нет в том городе, вакцины нет в этом городе. Вакцина уже есть. Другой вопрос, конечно, что она проходит достаточно серьезную систему маркировки для того, чтобы по каждой поликлинике, по каждому участку, куда вакцина доставлена, шла четкая информация в Центр федеральный. Вот. И сейчас эта работа проведена. Вакцина, на самом деле, был период, когда она заканчивалась, но сейчас она поступила. И еще раз хочу повторить, по всем районам она сейчас как раз уже развозится в эти дни. В первую очередь, конечно, внимание нашим труднодоступным районам, так как сейчас начнется и распутица, поэтому мы туда стараемся доставить вакцину в первую очередь. Еще раз говорю, сейчас она ее в республике в достаточно большом количестве, уже поставка у нас произведена. Вот, поэтому по всем районам, вот мне сейчас пишут, вот Тампонский написали, до этого Нерюнгринский был, до этого Татинский был, по всем районам в эти дни вакцина уже, если не появилась, то появится. Вот. Спрашивают вот вопросы по 65 и старше, когда смогут выйти на работу. Конечно бы я с удовольствием, наверное, эти разрешения выдал бы. Вместе с тем федеральный штаб наш сейчас очень жестко нас в этой части ограничивает. В эти дни должно прийти окончательное решение. Все-таки мы разрешаем или мы все-таки продлеваем ограничения для 65 и старше, для тех, у кого кто еще не прошел вакцинацию. Вот. Надеемся, что решение будет принято в эти дни, и мы тогда сможем уже или продлить ограничения, так, или уже их снимать. Так. Но на самом деле мы уже были близки к тому, чтобы такое решение принять, но вот еще раз говорю, федеральный оперативный штаб пока нас приостановил всех, и мы сейчас ждем окончательного решения. Так. Вот пишут очень много по серебряному бору, это Нерюнгри, по собакам. Вот. Но по собакам, в принципе, много достаточно вопросов, и по Якутску тоже. Сам вижу, вот сейчас только по городу ездил, видел много собак. Конечно, это в первую очередь полномочия местного самоуправления. Очень надеюсь, что они работу соответствующую проведут, и все-таки в части
отлова собак, цивилизованного отлова собак. Вот по крупным нашим населенным пунктам все решения будут принимать. Очень надеюсь, что и не только в городе Якутске такие решения будут приниматься, но и в других наших поселках, городах, в том числе в Серебряном Бору. Так. Пишут про ограничение работы детских садов. Ну, я не очень понял, какие там ограничения сейчас по работе детских садов остались. Мы это посмотрим. Надеюсь, что серьезно таких ограничений там мы уже не будем по образовательным учреждениям вводить. Если есть необходимость, ну, решения будут принимать на уровне муниципалитетов опять же. Так. Спрашивают, будет ли СЭХ. СЭХ обязательно будет. Я очень надеюсь, что в этом году уже серьезных ограничений, таких, какие были в прошлом году, мы были вынуждены принимать по всей республике, уже в этом году не будет, и он пройдет уже в обычном режиме. Вот пишут, что в Ленске собак убивали, они умирали там на глазах детей. Это разве гуманно? Конечно, это не гуманно. Надо все-таки делать это в рамках так, как это предписано законом, собак отлавливать. Вот. Спрашивают, готовы ли муниципалитеты к весеннему половодью. Ну, вы знаете, к весеннему половодью вообще в целом надо готовиться очень серьезно, и не только муниципалитетам, это и республиканским властям, федеральным властям, но мы очень надеемся, что все-таки готовность наша будет высокая, но и погода будет способствовать тому, чтобы все-таки паводок прошел максимально безопасно. Вот. Все мы понимаем, что стихия наших крупных рек – это страшная сила, и, конечно, хотелось бы, чтобы она все-таки, вот этот ледоход был не такой сильный, не принес большого ущерба нашей республике. Так. Спрашивают про мост. По мосту работа идет. Вы слышали, наверное, что на прошлой неделе вице-премьер российского правительства Хуснуллин Марат Шахерзянович, который отвечает как раз за инфраструктурные объекты, за стройку, как раз сказал, что российское правительство обязательно будет софинансировать проект. Сейчас идет уточнение как раз технических деталей, финансовых деталей. Много достаточно вопросов у разных служб, в том числе и у республики сейчас много вопросов как раз по сведению всех этих параметров в один. Ну, работа идет, при этом мы все понимают, что мост должен строиться, мост по чисто строительной части идет строго в рамках графика. Сейчас проектно-сметная документация первого этапа практически уже завершена. В ближайшие дни уже выйдет. Ну а вторая часть, мы надеемся, уже летом окончательно поступит в госэкспертизу и уже ее пройдет. Так? При этом научно-технический совет состоялся, Министерство транспорта Российской Федерации с участием ведущих научных институтов России, с участием крупнейших строительных компаний, экспертов, и единодушно поддержан вот именно тот вариант, который был выбран, трехпилонный вантовый мост через реку Лена в районе Табаги. Вот как единственное на самом деле возможное место строительства моста вот как раз в районе города Якутска. Все проектные решения, которые были заложены, они поддержаны. Но надеемся, сейчас еще раз хочу подчеркнуть, что в ближайшие уже месяцы будет окончательное решение по суммам, по срокам финансирования принято, и работы пойдут и таким же темпом, как они вот были у нас все запланированы. Никаких предпосылок для, скажем так, негативной оценки ситуации нет. Так, он спрашивает, когда закончится карантин. Ну, карантин окончательно, наверное, будет снят, когда болезнь практически вообще исчезнет, так, но вместе с тем хочу сказать, что уже сегодня заболеваемость достаточно низкая, мы ограничительные меры оставили-то совсем небольшие. Что касается здравоохранения, то здравоохранение у нас практически, опять же, полностью уже работает в нормальном режиме. Вот. И плановая работы, и другие по системе здравоохранения идут уже, скажем так, абсолютно в плановом таком порядке. Поэтому хочу сказать, что карантинных мер так таковых уже и не осталось, так, практически. Есть ограничительные меры, связанные вот с масочным режимом,
с ограничениями для лиц старше 65 лет, но это уже гораздо меньше ограничений в разы, на порядок, я бы даже сказал, чем было раньше. Так, спрашивают, буду ли я участвовать в тотальном диктанте. Да, тотальный диктант у нас впервые состоится здесь у нас в городе Якутске. Мы добивались этого права, добились. Ну, уверен, что он пройдет на высоком уровне. Ну, если будет возможность, постараюсь принять. Так. Спрашивают, когда будут выдавать вот остаток денег пенсионерам. Вот, ну, когда окончательные ограничения будут сняты для лиц старше 65 лет, то там, соответственно, и уже пойдет и полные выплаты. Так. Почему, вот спрашивают, когда будет решен вопрос по залогу по кварталу? Здесь вопрос будет решаться обязательно. Сегодня мы как раз обсуждали этот вопрос с избранным главой города Евгением Николаевичем Григорьевым, с руководителем управления архитектуры республики Ириной Дмитриевной Алексеевой, министром строительства, первым зампредом Бычковым. Мы считаем, что как раз сейчас изменения федерального законодательства позволят нам более быстрыми темпами это провести. Вот. И, конечно же, вот реализация проекта «Старый город-2» обязательно должно произойти. Вот. Мы надеемся, что уже в ближайшее время реальные работы по продвижению, по реализации этого проекта начнутся. Так, спрашивают про фестиваль Мосустар. Я считаю, что прошло это все нормально, хорошо прошло. Те планы, которые были задуманы, они реализованы. Этот проект на самом деле очень нужен нашей творческой молодежи. Ведь если задуматься, у нас ее очень много, мы на нее ориентируемся, мы считаем, что она как раз должна быть таким драйвером развития, драйвером позитивных изменений в республике. И, конечно же, повышение их компетенции – это очень важно. А как можно повысить творческие компетенции? Конечно же, при общении с теми людьми, которые этими компетенциями обладают. И вот то, что приехали звезды спорта, искусства, кино, мультипликаторы, IT, киберспортсмены. И вот как раз они все и занимались с нашей молодежью по 10 разным трекам, приняло участие там тысячи и тысячи наших молодых ребят. Конечно же, на мой взгляд, оно дало очень серьезный импульс развитию вот как раз проектов нашей молодежи. Уже то, что во время даже самого фестиваля непосредственно было уже распределены гранты Росмолодежи на сумму свыше 4 миллионов рублей, уже непосредственно в сам день фестиваля, да, говорит уже о высоком уровне тех проектов, которые наши ребята представили. Ну а то шоу, которое было в заключение сделано, и здесь бы я хотел поблагодарить генерального спонсора фестиваля, компанию «Эльга Уголь», который этот праздник подарил. Конечно, это удивительное зрелище, но я сам, знаете, был просто восхищен вот этим шоу дронов, ледовым шоу с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой, вообще мейпен-шоу. Считаю, что замечательный праздник для нашей молодежи получился. Ну и, конечно, вся молодежь мне вот пишут, просят, чтобы такой фестиваль для Якутска стал постоянно. Вот, спрашивают, мультипликатор это Галустян, что ли? Нет, это не Галустян. Галустян все-таки актер шоу-бизнес, скажем так, актер кино. А мультипликаторы на самом деле приезжали одни из лучших в стране, в том числе руководство Союз мультфильма приезжало, киноконцерна, которые здесь как раз с нашими аниматорами, в том числе с молодыми, вот очень хорошо позанимались, и у них, и у наших ребят, и у гостей из Москвы очень позитивные мнения, позитивные предложения о дальнейшем сотрудничестве. Так. По ценам на авиабилеты спрашивают. Да, это проблема очень серьезная. И, конечно, мы должны делать все, чтобы цены на билеты, в том числе, в первую очередь, на мой взгляд, на местные наши перевозки, да, они не росли, а определенным образом даже сокращались. Вот. И с этой точки зрения мои поручения в адрес правительства уже выданы для того, чтобы такие механизмы были разработаны. И мы реально, если есть возможность, в том числе и с привлечением федеральных субсидий, отрабатывали для снижения цен, в первую очередь, на местные наши авиаперевозки.
очень непростая проблема, никогда она у нас последние десятилетия в республике не решалась, но и вот в итоге цены на авиабилеты из Якутска до Хану, например, там до Среднеколымска, они дороже гораздо, чем билеты из Якутска в Москву. Почему цены на продукты выросли в 3 раза? Ну, цены на продукты в 3 раза точно не выросли. Так? Есть определенный рост, связанный с общим ростом, который по стране прошел по некоторым видам продуктов, но, конечно, никакого роста в 2-3 раза нет. Так. Опять, ну вот здесь спрашивают вот паводок, а сколько, ну, вот какая у нас готовность к пожароопасному сезону, будет ли улучшение обстановки в этом году? Конечно, к пожароопасному сезону этого года мы готовимся очень серьезно, потому что в прошлом году у нас было реально очень много пожаров. И, конечно же, с точки зрения работы на будущее, мы должны работать по 2 направлениям. Ну, первое, конечно, добиваться увеличения федерального финансирования для того, чтобы как можно больше пожаров тушить. Ну, а с другой стороны, мы, конечно, должны усиливать у себя и нашу республиканскую группировку. И в этом году мы впервые, опять же, за постсоветское время в этом направлении сдвинулись. Моим решением создано отделение авиалесохраны, арктическое так называемое, с базированием в Батагае. Вот, мы надеемся, что это вот как раз для арктической группы, которая в последние годы стала очень сильно гореть, будет определенной помощью для того, чтобы пожары тушились в первые же сутки, и это позволит обеспечить общее снижение пожаров в республике. Так, вот спрашивают, с 1 апреля как будут оплачивать как вот старше 65 лет. Вот как раз по этому вопросу я еще раз хочу сказать, что решение должно быть принято федеральное. Скорее всего, это будет опять же продлеваться, и тогда вот порядок останется такой же, какой действует до сегодняшнего дня. Так, спрашивают, почему хотят убрать терапевта из поликлиники в Серебряном Бору. Ну, мы разберемся, так, ну, навряд ли из такого большого поселка, как Серебряный Бор, будут убирать терапевта. Вот. Мы разберемся с этим вопросом, и пишут, вообще хотят закрыть поликлинику. Разберемся с этим вопросом. Так, что со свалкой, спрашивают. Так, ну, по свалке принято решение, что да, свалка старая у нас будет закрываться, новая сейчас должна на 26-м километре, все работы должны быть проведены должны быть они достаточно оперативно. Ну и, конечно, мусороперегрузочная, так называемая станция, которая будет предварительно сортировать мусор, она тоже сейчас уже строится в рамках концессии, которая в прошлом году была в городе Якутске уже создана. Так? И мы надеемся, что все объекты по этой концессии будут вовремя созданы. Так, мусороперегрузочная станция появится, ну и в дальнейшем уже захоронение будет на новом полигоне проводиться со всеми уже соответствующими нормами. Так? И вот тех пожаров, которых у нас последний год было очень много на мусорном полигоне старом, уже больше не будет. Так, вот много достаточно вопросов по газификации. Хочу сказать, что сегодня вот как раз я большое совещание по газификации провел в республике, по дальнейшей газификации. Хочу сказать, что по городу Якутску мы будем выделять средства для увеличения пропускной способности газопроводов. У нас проблемы из-за как раз стихийной газификации вот нулевых годов, скажем так, 90-х, нулевых годов, когда были и разные диаметры и газовых труб, и достаточно хаотичное их расположение. И это все привело к тому, что сегодня в некоторых, вот в особенности пригородных районах города Якутска, вроде бы газ есть у соседей, а у людей в домах газ не может быть, потому что давления не хватает. И вот как раз с этой точки зрения разработана программа, она начнет реализовываться по городу Якутску. Еще раз хочу сказать, что в этом году свыше 50 миллионов рублей уже будет выделено для того, чтобы начать эту газификацию вот как раз пригородных территорий города Якутска. И не только там, где вот участки многодетным новые розданы, но и тех участков, которые уже давно существуют. В том числе вот дачные участки по Покровскому тракту, по Мархе и другим населенным пунктам.
пунктом городского округа город Якутск, с этого года вот эта работа будет более быстрыми темпами идти. Так, за классное руководство в школе почему не оплачивают? Вот у меня просьба, если вам еще не оплатили, мне напишите в директ, потому что сегодня мне докладывал заместитель председателя правительства Местников Сергей Васильевич, что практически по всем школам республики деньги за классное руководство доведены. Вот. Если есть факты, вот прямо в директ пишите, будем разбираться. Так. Вот, пишут про разные объекты, школы в Амгинском районе. Так, пишут про почему давления природного не хватает местным. Ну вот как раз природный газ у нас, вот я уже сказал, из-за достаточно хаотичной газификации 90-х нулевых годов у нас вот проблемы есть. Ну, они в первую очередь по городу Якутску, но есть проблемы еще по Нанскому району. Мы очень надеемся, что это будем все решать. Спрашивают про газомоторное топливо. Ну, этот вопрос тоже мы сегодня обсуждали, он будет решаться. И с этой точки зрения я считаю, что в первую очередь, конечно, нам надо наращивать производство сжиженного природного газа для газификации наших труднодоступных населенных пунктов. Здесь надо понимать, что во многие поселки, особенно если где живет там 200-300 человек, мы реально магистральный газопровод за многие десятки километров тянуть, в принципе, даже не можем сегодня. Так? Это потому что колоссальные суммы, которые бюджет республики не может потянуть. А вот через автономную газификацию, через газификацию с помощью СПГ это можно сделать. Первый у нас пилотный проект это по Качекаце. Вот. А дальше уже, я считаю, что он будет реализован уже в ближайшие годы. Мы уже в следующем году хотим там уже котельный уже газ подать через СПГ, а в 2023 году уже для частного сектора. И уже в дальнейшем мы должны и по другим населенным пунктам республики, их у нас достаточно много, и в Заречье, и в Вилюйской группе районов, которые можно было бы через СПГ газифицировать, работа это начнется. Это одно из магистральных направлений работы Министерства промышленности, Сахатроснефтегаза, его нового руководства, которое вот мы сегодня как раз определили. Так, спрашивают, как вы хочу поставить прививку от коронавируса, но боюсь, как вы ее перенесли. Перенес я ее нормально. Вам тоже советую, конечно же, прививку получить, потому что, я неоднократно об этом говорил, мне после первой прививки, там, первый день как-то немножко так ломало, и то я работал, никаких таких не было температуры и так далее. После второй я вообще ничего не почувствовал. Поэтому нормально, и здесь не бойтесь, никаких серьезных побочных эффектов от этой прививки нет. Так, что думаете насчет повышения цен на квартиры в Якутске? Я об этом тоже неоднократно говорил. Повышение цен на квартиры в городе Якутске – это искусственно. Если бы не было резкого падения строительства в городе последние 2 года, я считаю, что цены на квартиры были бы в пределах где-то 90 тысяч рублей за квадратный метр, а не 110, как сейчас. Соответственно, вот мы с Евгением Николаевичем на эту тему тоже встречались, разговаривали. Необходимо массированно наращивать строительство жилья в городе Якутске. Условия для этого есть, как раз вот комплексное развитие территории позволяет это делать. И уверен, что это получится в городе Якутске, мы темпы строительства вернем. Ну и, соответственно, если будет больше жилья, оно станет и дешевле. Вот. И уверен, что так и получится. И вот такого резкого, искусственного, я еще раз говорю, скачка цен по квартирам по Якутску, как сейчас это происходит, больше уже не будет. Так. Вот сейчас пошли по вопросу как раз по выборам мэра Якутска. Довольны ли вы их результатами? Да, я доволен. Я доволен тем, что была достаточно высокая явка за 40%. Была конкурентная борьба, то есть все имели свою возможность свои мнения высказать. И самое главное, что выборы прошли честно. Так все стороны это признали. Несмотря на серьезный достаточно накал борьбы, то, что выборы проведены честно, все признают. Вот. Ну и очень хорошо, что очень много людей как раз высказалось именно за развитие города. Вот. К сожалению, многие у нас кандидаты вместо развития города говорили о чем угодно, начиная от борьбы с коррупцией и
вопросами политических партий, так, но ни слова не говорили о развитии города Якутска. Вот. И все-таки большинство сделало выбор именно за того кандидата, который в своей предвыборной программе делал упор именно на это. Я считаю, что это правильно, и город Якутск в надежных руках. Так, вот спрашивают по Бестужева-Марлинского 1/1. Вопрос я не очень понял. Так, если есть какой-то вопрос, вы в директ опять же напишите. Так, в директ я всегда смотрю, поэтому здесь не думайте, что это куда-то пропадет. Так, спрашивают, а будет ли построен афинажный завод по золотодобыче? Ну, здесь надо экономику смотреть. Так, если экономика это позволяет, если есть компании золотодобывающие, которые готовы здесь на афинаж золото сдавать, то это одна история. Если нет таких компаний, если это опять же связано с какими-то дополнительными расходами бюджетными, то это не надо. Вот. В общем, посмотрим. Еще раз говорю, это чисто экономический проект, никаких бюджетных там вливаний быть не должно. Если это позволит, еще раз говорю, реализовать, если этот проект будет реализован, если появятся рабочие места, если он будет окупаемый, да ради бога. Так. Спрашивают про ремонт дорог, что нынче начнут ремонтировать и строить. Ну, если говорить про город Якутск, то, конечно же, в этом году как никогда много улиц будет делаться по самому городу и по пригородам. Если в лучшие годы раньше делалось по 24 километра, то в этом году должно быть сделано 48, то есть в 2 раза больше. Но самый большой, наверное, объект – это окружное шоссе, которое должно стать четырехполосным, ну, в 2 полосы в каждую сторону на всем его протяжении. Должен также реконструироваться вот как раз кольцо на Вилюйском тракте. Вот это самая такая основная транспортная артерия города Якутска будет в этом году закончена. Ну и достаточно много других улиц будет делаться. Очень надеюсь, что все конкурсы город проведет вовремя, работы начнутся вовремя, так и будут завершены вовремя. Что касается региональных дорог, то у нас почти там тоже 200 километров региональных дорог самого разного уровня. Но из таких серьезных достижений, да, по тем дорогам, которые многие годы делаются, в этом году асфальт должен прийти до Хатырыка, до родины Максима Кировича Амосова. Работа эта в этом году будет завершена. Так. Спрашивают, приезд президента РАН Сергеева как-то повлияет на развитие науки? Ну, безусловно, оно повлияет. Он повлияет, этот визит, потому что президента Академии наук Российской у нас в Якутии не видели 25 лет. Он приехал с очень таким длительным визитом, 3 дня он здесь у нас был, посетил Якутск, посетил Тикси, провел массу очень важных, очень нужных совещаний и по развитию, комплексному развитию арктических наших районов, по развитию альтернативной энергетики, по развитию наших научных центров и федеральных, и встречался отдельно в Академии наук Республики с учеными. В общем, очень важный, очень нужный для развития и науки, и высшего образования визит. То, что с Александром Михайловичем Сергеевым приехала очень большая группа ведущих тоже академиков сибирского отделения, тоже дорогого стоит. Мы в эти дни выработали ряд таких очень важных направлений нашего сотрудничества. Здесь надо понимать, что такая огромная территория, как Якутия, конечно же, без использования достижений науки развиваться нормально не может. Вот. И в экономическом плане, и в социальном. И, соответственно, уже сейчас вот реальные такие мероприятия по итогам визита отрабатываются. Буквально послезавтра мы в Москве с Александром Михайловичем еще в очередной раз встретимся, так, проговорим ряд проектов. И, конечно же, то, что вот Александр Михайлович сам своими глазами увидел и якутскую науку, ее достижения, встретился с молодыми учеными, конечно же, очень важно. Вот даже то, что он в конце уже визита очень четко, очень ясно выразил поддержку нашему научно-образовательному центру «Север», уже очень дорогого стоит. Вот Людмила Волобуева пишет, что уже какие-то вопросы задает, но вот пока не вижу вопроса. А где вопрос-то?
Так, по Бестужа Марлинского спрашивают, что там достаточно много луж и так далее. Так, но это вот вопросы города. Мэрия хочет открыть проезд по улице Труда с улицы Дзержинского. Ну, этот вопрос давно дискутируется. Я уж не знаю, насколько это правда, что мэрия там решила открыть. Вопросов там, еще раз говорю, много, так, и за, и против. Но здесь городским властям надо рассмотреть и с точки зрения развития всей этой территории, и потом принимать решения. Так. Но на сегодняшний день тоже надо констатировать, тот проезд по улице Труда, который раньше был, он сейчас превратился во что? Превратился в место, где торгуют оптовики фруктами. Так. Тоже, наверное, не очень правильно. Так, спрашивают про взлетную полосу в аэропорту Якутска. Как будет идти ремонт? Говорят, что аэропорт вообще закроют. Ну, аэропорт Якутска закрывать совсем не будут. Другой вопрос, конечно, что будет период, когда мы будем летать с короткой полосой, 1800 метров где-то. При этом авиакомпании, наши, по крайней мере, якутские, они говорят, что и даже в этих условиях беспосадочные перелеты до центральных городов могут быть обеспечены. Так, на Boeing 737-700, вот на этой марке самолета, которая берет меньше людей, вот, но при этом как бы вот, на коротких полосах, на короткой полосе они смогут работать. Вот, работы должны быть проведены 2021 год, 2022 год. 2021 мы пока вот ограничений по длине, пока они у нас еще не введены. Что касается аэропорта Нирингер, здесь, скорее всего, будет окончательное решение принято, чтобы в этом году все работы были закончены, чтобы до конца года взлетно-посадочная полоса была полностью сделана, но при этом, конечно же, надо понимать, что в этом случае на 4 месяца где-то аэропорт будет закрыт для взлета-посадки воздушных судов. Но еще раз хочу подчеркнуть, но в этом случае мы уже к ноябрю 2021 года получим уже работающую взлетно-посадочную полосу в Нирингере. Вот. Сейчас Росавиация все эти вопросы смотрит, так как ремонт взлетно-посадочных полос – это именно федеральное полномочие, это федеральная собственность. Решение будет уже принято в ближайшие дни. Мы ожидаем окончательный протокол на уровне Росавиации. Так, вот конкретные вопросы идут по парковкам, в частности, вот по улице Сурна Малона не предусмотрели ни одной парковки, просим сделать парковку рядом, вот, пишет Андрей Попов. Так, когда откроют границу? Я не понял, какая граница? У нас граница и не закрывалась, в принципе. Так. Растет число многодетных семей, выплаты после пандемии уберут. Нет, выплаты многодетным семьям, которые сейчас по закону есть, они все работают, и никаких планов о том, что эти выплаты после пандемии исчезнут, нету. На федеральном уровне, ни на уровне республики. Вот. Спрашивают про библиотеки. Мы даже, вот, пишут, стали самым читающим регионом. Какие еще планы у правительства в этом популярном направлении? Ну, библиотеки важно поддерживать, так, и, конечно же, библиотеки надо делать, знаете, современными, так, уходить от старого понимания библиотек, как место, куда можно прийти, книги забрать и книги потом сдать. Вот. А в целом, я считаю, что, конечно же, вот то, что у нас в городе Якутске, например, появляются замечательные библиотеки, это очень хорошо. И библиотеки вообще надо превращать в такие, знаете, вот, не только в детские, но и в целом такие общественные центры. Вот. И пример последних библиотек, которые у нас в Якутске появились, он говорит, что это вполне возможно. Более того, и в районах такие библиотеки появляются на базе уже существующих. Какие меры приняты к лицам, которые перекрыли реку Топка? Расследование идет, меры будут приняты самые жесткие. Так, Министерство экологии республики здесь занимает бескомпромиссную позицию, вплоть до уголовной будут привлекаться те, кто вот, позволил такое грубое нарушение природоохранного законодательства.
Он спрашивает, вы только удобные для себя вопросы отвечаете. Ну, вопросы просто здесь проносятся моментально, так тут, слава богу, если успеешь прочитать. Пишут, Обедина надо включить команду мэрии, за ним большой электорат. Ну, кого включать, кого не включать в команду мэрии, избранный мэр, я надеюсь, сам решит. Так, вот, ага, спрашивают, когда лица, которые переболели коронавирусом, 65 и старше, смогут выйти на работу. Вот. Но если у вас антитела уже появились, насколько я знаю, вы уже можете выходить на работу. Так? Там в этой части ограничений, по-моему, уже нет. Так, спрашивают вы посетили премьеру нового спектакля «Кармен». Как вам понравилось и вообще, как вы оцените уровень наших артистов? Хочу сказать, что вот мы с женой на «Кармен» сходили, замечательная премьера была, очень нам понравилось. И вообще уровень наших артистов, вообще уровень нашего Государственного театра оперы и балета в последнее время очень серьезно вырос. Я это связываю с работой нового генерального директора, главного режиссера Сергея Сергеевича Юнганца, который реально вот вдохнул новую жизнь в наш театр. И все последние премьеры я посещал. Ну, очень преображается наш театр, становится очень интересно в него ходить. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хотел бы вот поздравить и театр наш, Государственной оперы и балета, и вообще всех поклонников театра. Президент страны вчера подписал указ о награждении ряда артистов сцены страны, самых достойных, в том числе звание народной артистки Российской Федерации присвоено Айталине Адамовой Афанасьевой. Так, и я, пользуясь случаем, ее поздравляю. Уверен, что это же сделает тысячи и тысячи поклонников ее огромного таланта и у нас в республике, и у нас в целом стране. Так, имеют ли право заставить сделать прививку от коронавируса? Прививка от коронавируса добровольно, абсолютно добровольно. Вакцины по районам когда будут рассмотрены? Ну, еще раз хочу сказать, что вакцины по районам по всем уже есть, уже и распределение идет. Тут не надо думать, что был период, когда определенное снижение запасов было, но сейчас уже, еще раз говорю, по республике достаточно большое количество вакцины поступило. После маркировки, которая обязательно здесь должна проходить, они в районы поставляются. Во многих районах она уже сегодня есть. Так, когда в республике появятся заправки для электромобилей? Но у нас на самом деле электромобилей очень мало, несколько штук, по-моему, так, в целом таких электромобилей. Когда их будет больше, конечно же, электрозаправки специальные должны появиться. Я с этим согласен. И вообще вот в том числе переход на электробусы, так называемые, здесь в Якутске, это тоже вполне такая, на мой взгляд, реальная и осязаемая уже будущее, которое, надеюсь, вот новый мэр претворит в жизнь, потому что в его программе это было, я это поддерживаю. Современные электробусы, они уже в наших условиях минус 50, минус 55 уже могут работать. Спрашивают, когда возобновится расселение аварийного жилья, но оно и не прекращалось, оно идет по республике в целом, так, и надо же понимать, что в январе-феврале, как расселять-то, куда расселять, и там стройка же должна идти. Идет стройка, дома сдаются, как только дома сдаются, люди уже переселяются, поэтому здесь никакого запаздывания нету, мы идем строго, четко по программе. Так, Нерингри атакуют бездомные собаки, которые кидаются на людей. Примите, пожалуйста, меры. Ну, мы это все фиксируем, так, вот и из Нерингри, и из Серебряного Бора вот сигналы поступили. Видно, что в районе, конечно, этому надо больше внимания уделять. Так, по собакам, вот говорят, надо поправки Данчика принять. Наверное, надо принять, да, потому что, к сожалению, вот те поправки, точнее, тот закон, который сегодня работает, он не учитывает, конечно, всей
палитра ситуации с бездомными животными, так, и, конечно, вот такие города, как Якутск, тот же Неринга, Серебряный Бор, ну, вот сегодня реально оказались в достаточно сложной ситуации. И ее нам надо решать, в том числе, если есть необходимость, и через изменение федерального законодательства. Так. Спрашивают про расселение из разных домов, там что учитывается, что не учитывается, но здесь надо понимать, что расселение из аварийного жилья идет строго по федеральному законодательству. Там никаких от себя прибавлений, убавлений никто не может сделать. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, то вы имеете право обратиться и в Республиканское министерство строительства, так, которое ответственно за расселение. Ну или если считаете, что и в органах власти исполнительные вас неправильно вопрос решают, можете обратиться уже и в прокуратуру. Так, мне тут звонят, куда-то торопят. Так, ну, мы давайте пока поговорим все-таки. Так, спрашивают Якутск, Покровск, маршрутный автобус ПАЗик ездит, в ужасном состоянии, очень мало рейсов, как можно это упорядочить? Ну, здесь, конечно же, надо подключать и бизнес, так, вообще я считаю, что межулусные такие перевозки надо нам делать более цивилизованными, делать более комфортабельными для пассажиров, и здесь может быть участие самих муниципалитетов, ну и, конечно, бизнеса. Так, я уверен, что вот как раз сейчас появляются уже новые хорошие дороги между нашими городами, между нашими районными центрами, и, соответственно, можно уже здесь очень серьезно вот бизнесу заходить и как раз повышать качество таких перевозок. Так. Вот спрашивают, вот если сейчас до свалки на 11 километре лес весь загрязнили, а если будут возить до 26 километра, то, конечно, все леса чистого не останется. Абсолютно правильный вопрос, так, но я здесь хочу сказать, что именно поэтому сначала строится мусороперегрузочная станция, которая будет на выходе из города. То есть сначала мусор весь туда поступает, на мусороперегрузочную станцию в районе ГРЭС-2, там он будет полностью весь сортироваться, полезные фракции будут извлекаться, оставшийся мусор будет прессоваться, и лишь вот 30% мусора уже в спрессованном виде попадет окончательно на полигон. Вот. И никакого, вот, к сожалению, вот того, что сейчас у нас раньше было, когда мусор, как вы правильно говорите, он разбрасывался там по дороге, и в лес весь был в мусоре, вот таких фактов уже не должно быть. Вот именно поэтому вот так вопрос и решается. Так, почему сняли карантин по дому престарелых? Ну, на самом деле сейчас уже постепенно мы карантин, вот такие ограничительные меры круглосуточные, которые были в том числе и в доме престарелых, так, они уже начинают сниматься. И в стране, и в других регионах, и у нас тоже. Вот. Эпидемиологическая ситуация уже это начинает позволять нам делать. Вот, много вопросов по 17-му кварталу, по уборке, по расселению. Но вот еще раз говорю, слава богу, что у города хозяин появился, уверен, что эти вопросы будут при нем решаться. Так. Вот пишут, учителям в Нерингаре под давлением руководство заставляет писать заявление об отпуске и увольнении. Так, ну, это, наверное, вряд ли такие факты есть. Если есть такие факты, вы не только мне в директ, вы можете официально уже заявление писать, потому что это, конечно, недопустимо, если это так. Так. Ага. Да, говорят, что звук плохой. Так, ну, к сожалению, здесь, коллеги, я не всесилен, так, какая уж есть техника, с той работаем. Так, обижите всех глав муниципальных образований, выходите регулярно в прямой эфир в соцсетях. Но вы их просите, они же ваши главы, так, вы их избирали, вы и должны требовать у них. Считаю, что, конечно же, главы и местного самоуправления, да, и вообще руководители разных уровней должны вот таким образом на прямой эфир выходить и с народом общаться, отвечать на вопросы.
Так, когда газифицируют Покровский тракт 12 километров и дальше? Ну вот как раз я уже говорил про это. В этом году 51 миллион предусмотрено, и газификация, в том числе вот участков по Покровскому тракту, будет продолжена. И причем это не только в этом году, но и в последующие годы определенные суммы будут выделяться. Если я не ошибаюсь, порядка 350 миллионов в ближайшие годы мы должны на эти цели по городу Якутску выделить, для того, чтобы увеличить пропускную способность газовых магистралей, и как раз для того, чтобы вот окраинные особенности поселки, участки могли газ уже получить. Говорят, что вы готовите карантин с 3 апреля. Это точно не про меня, так? Никакого карантина с 3 апреля, дай бог, не будет, так? Ну и планов у нас таких даже близко нет. Еще раз хочу сказать, что у нас идет устойчивое снижение заболеваемости ковида. Вот. И тут никаких вопросов о усилении ограничительных мер, слава богу, не стоит. Так, спрашивают, когда будет школа про Сатау. Школа в Сатале, она запланирована. Вот, и мы надеемся, что в рамках того же проекта с Внешэкономбанком, с ВЭБом, в случае его реализации здесь по городу Якутску, а мы очень надеемся, что он будет реализован, и 8 крупных таких образовательных учреждений будут построены, конечно же, Саталовская школа тоже будет построена. Спрашивают про четырехполосную дорогу до Юсхатына. Ну, планы такие есть, в планах у нас это имеется. В ближайшие годы в рамках национального проекта, ну там не до Юсхатына, а в целом до Тулагина дорога у нас должна расширяться. Так. Ну вот пишут про Нерюнгри, что на самом деле заставляют учителей подписать уведомление, что мы обязаны уйти в отпуск или уволиться. Так, ну, коллег бы я просил из управления образования Нерюнгри так не шутить, так это неправильно. Не надо никаких уведомлений заставлять людей подписывать, что они обязаны уйти в отпуск или уволиться. Так, ну, неправильно. Вы как-то людям нормально объясните, что какие сейчас вещи будут реализовываться. Так. Ну, опять спрашивают про мост через Лену, я про это говорил, все идет по плану. Так, спрашивают про новую 30-ю школу, очень мало места, но, к сожалению, у нас во многих школах сейчас переполненность по городу Якутску есть. Так, спрашивают про заработную плату муниципальной службы. Ну, заработная плата у нас не только муниципальная служба, но и государственная служба, она, к сожалению, не очень высокая, так, и много вопросов по ним. Когда начнется строительство ДЮСШ в Хатасах? Ну, наверное, спрашивают не про ДЮСШ все-таки, а про спортзал. Вот. Хочу сказать, что такое решение уже практически принято. Спортзал в Хатасах обязательно будет. И мы надеемся, что уже в этом году работа начнется. Так. Маски в магазинах обязательно одевать покупателям? Да, обязательно, потому что ограничительные меры действуют в части масочного режима. Так, спрашивают про детский сад «Ромашка». Ну вот очень много вопросов, связанных непосредственно с муниципальными органами власти. Здесь надо, конечно, вам лучше с ними отрабатывать, нежели чем мне пытаться эти вопросы задать. Но мы их все равно все фиксируем и, конечно, будут потом уже контролировать. Вот. Спрашивают про парад 1 мая. Ну, очень надеюсь, что мы в этом году все-таки какие-то мероприятия в рамках празднования 1 мая, 9 мая обязательно уже будем проводить. Потому что, ну, на самом деле, еще раз говорю, слава богу, пока эпидситуация улучшается, и если такими темпами будет идти, то все нормально. Так, когда проведут газ Силё-Ильичей Мегана Кангаласского УСа? Ну вот как раз Ильичей фигурирует в списках тех населенных пунктов, куда магистральные газопроводы тянуть есть смысл, так, и надо их обязательно построить. Вот сегодня, по крайней мере, тот короткий небольшой список населенных пунктов республики, куда магистральные газопроводы должны строиться в ближайшие годы, Ильичей попал. Так, ну дальше уже будем смотреть от возможностей Сахатранснефтегаза и бюджета республики.
Так, вот несколько вопросов уже проскочило про автобусного маршрута номер 6. Ну, надеемся, что решения тоже эти будут приниматься так, городскими властями, потому что надо делать все, чтобы было удобно людям. Так, почему протокола собраний правительства не отрабатывают 3 года? Один вопрос не можем решить. Это, наверное, идет речь о отчете правительства перед населением. Но здесь надо сказать, что на протокола попадают вопросы такие очень долгосрочные, долгоиграющие, которые и за 3 года трудно решить, да? Особенно, когда это касается строительства крупных социальных объектов в том или ином населенном пункте. Вот, поэтому здесь надо понять, о чем шел вопрос. Так. Так. Вроде бы вопрос то ли завис, то ли нет, но вроде бы идет. Так. Вот пишут опять, угрожают увольнением в случае невакцинации. Коллеги, никто не может угрожать увольнением в случае невакцинации. Единственное, что могут сделать, если это речь о таком достаточно, причем ограниченном перечне профессий, вас могут просто не допустить, так? Но говорить об увольнении в этом случае нельзя, это точно. Теплые остановки вам не кажутся ли очень рискованными? А в чем они рискованные? Наоборот, я считаю, что теплые остановки это как раз для наших городов это очень правильно, и надо их еще больше делать. Про 65 плюс спрашивают, что не отвечаете на вопрос. Но я уже ответил на вопрос несколько раз по 65 плюс. На сегодняшний день ограничения по ним действуют. Им пока на работу выходить нельзя. Вместе с тем мы готовы эти ограничения снять в случае, если будет на то решение Федерального оперативного штаба. Пока это решение не принято. Так, вопрос по газу теперь уже прибавился Марха. Но вот Марха в том числе и в списках по городу Якутска есть, по тем районам, где активно будет газификация дальше продвигаться. Еще раз хочу подчеркнуть, только по городу Якутску в ближайшие несколько лет порядка 350 миллионов будет выделено на решение этой задачи. Так, ну вот обращения идут по врачам, что к необходимым врачам не отправляют, отправляют к другим врачам. Но если есть такие факты, вы жалобы напишите, так мы рассмотрим и поручения такие дадим. По зонам затопления в Намском УЛУСе не выдают разрешение на строительство. Да, сейчас это запрещено. Многие районы сами добивались, чтобы признавали как можно большие территории зонами затопления. Сами эти вопросы ставили перед правительством республики, перед федеральным органом власти. Когда сейчас эти зоны были объявлены зоной затопления, сейчас мы начинаем возмущаться, почему их объявили зоной затопления. Вот здесь надо, друзья, тоже очень быть последовательными. Если мы сами хотели вот этих решений, то надо же понимать, что в зонах затопления реально объекты капстроительства не должны строиться. Вот. И, конечно, есть проблемы, так? И причем эти проблемы не только в Намском УЛУСе, они есть и в других районах. Потому что мы очень серьезно эту зону затопления увеличили в 2014, 2015, 2016 годах. И сейчас я уже выхожу с инициативой на федеральные органы власти, чтобы все-таки зона затопления была уменьшена, и считалось, что объекты капстроительства нельзя строить не в тех зонах, где затопление может быть один раз в 100 лет, а уменьшить этот срок хотя бы до 20 лет. Вот. Это позволит зону затопления очень серьезно сократить. Потому что сейчас реально мы страхуемся от наводнения, которое раз в 100 лет может быть. А в результате, как вы говорите, многие не могут строиться в тех зонах, где уже сегодня дома других людей были построены. Так. Просят организовать прямой эфир с Министерством образования. Сейчас, на самом деле, кстати говоря, члены правительства регулярно на прямые эфиры выходят. Я попрошу, если Минобразование не выходило
последнее время, то чтобы они вышли. Михаил Петрович Сивцев, он общительный человек и уверен, что не откажется от такого прямого эфира. Тем более, смотрю, по образованию достаточно много вопросов есть, самых разных. Так, когда упадут цены на квартиры? Я уже говорил, когда будем больше строить жилье. Так, когда заработает сайт электронной записи к врачам, к узким специалистам? Он уже должен начать работать, потому что сейчас, в принципе, система здравоохранения практически вся уже в обычном режиме работает. День Республики будет или нет? Ну, День Республики 27 апреля он все равно будет. Так, другой вопрос, как мы его будем отмечать. Считаю, что при улучшении ситуации, которая сейчас наблюдается, конечно же, ряд праздничных мероприятий уже пройдет. Когда мосты через Вилюй начнут строить? Ну, мосты через Вилюй строятся очень активно. Только за прошлый год у нас 4 моста на федеральной трассе Вилюй построены и введены. Дальше будут тоже мосты строиться, но надо понимать, что их же надо сначала и спроектировать, пройти госэкспертизу, добиться федерального финансирования. Это не быстрые вопросы, но по дороге Вилюй все решения, в принципе, приняты по мостам. Другой вопрос, что, еще раз говорю, это не те объекты, которые можно спроектировать там за пару месяцев. Так, разрешат ли проведение выпускных? Очень надеюсь, что да, разрешат, потому что пока планов каких-то ограничительных нет. Спрашивают, почему выборочно отвечаете. Ну, у меня просто как вопросы пробегают, так я и отвечаю. Тут очень быстро вопросы бегут. Вот. Здравствуйте, когда мост через Лену построят? Мы по планам 24-25 год, окончание строительства моста через Лену. Хахан выбор был этой. Ну, наверное, вопрос по выборам. Спрашиваю, когда будут выборы. Наверное, выборы это по выборам Государственной Думы. Они будут в сентябре этого года. По реке Токко я уже ответил. Все виновные будут привлечены к ответственности. И к административной, если понадобится, и к уголовной. Так, очень много уже повторов тех вопросов, которые были. По бассейну в Алдане спрашивают, мы обещали февраль. Да, на самом деле здесь сроки немножко перенеслись, но я считаю, что уже буквально в ближайшее время работа будет окончена и бассейн будет сдан уже. Так, СЭХ в масках будет ли? Ну, надеюсь, что все-таки СЭХ у нас пройдет не в масках, а пройдет уже в обычном режиме. Вообще, в целом, дорогие друзья, вот мы год с лишним уже живем в ковидном таком режиме. Считаю, что ситуация уже улучшается, достаточно быстро улучшается. Очень надеюсь, что в скором времени все меры ограничительные у нас будут сняты, и мы на самом деле вернемся к обычному режиму работы. Вот на молодежном фестивале я еще раз убедился, что люди уже ждут возвращения к нормальной жизни, к нормальному общению, к тем же нормальным праздникам, к нормальной работе. Вот очень много сегодня от 65 и старше людей пишут, так, хотят выйти на работу. Уверен, что все у нас получится. И в целом жизнь, которая уже сейчас налаживается, так, скоро станет уже совсем обычной. Так, обычная жизнь, обычное общение, они тоже очень дорого. Берегите себя, всего самого хорошего. До следующих встреч. До свидания.